Советник главы Офиса президента Сергей Куница недавно сделал очень интересное заявление, которое вызвало в том числе и бурю негативных эмоций. Он сказал, что Украина должна заставить президента России унизиться и попросить возобновить подачу воды в Крым. Это тот джокер, за который можно выманивать российское топливо для АЭС, уступки по Донбассу и миллиардные инвестиции, сказал он. Ну, говоря простым языком, использовать вопрос воды в качестве элемента торга между Россией и Украиной. Это допустимо, как думаете? Вы знаете, это абсолютно, я считаю, недопустимо. Более того, вопрос воды был урегулирован в недавно принятой государственной стратегии. Буквально в марте месяце текущего года была принята стратегия деоккупации, в соответствии с которой вопрос поставок воды с территории Украины в Крым, он был урегулирован, скажем так, на законодательном уровне. И черным по белому в стратегии написано, что поставки воды будут осуществляться только в деоккупированный Крым. Я считаю, что любые спекуляции, связанные с этой темой, они абсолютно неуместны, потому что государство свое слово сказало, вопрос был рассмотрен на РНБО. Данная государственная стратегия подписана высшим должностным лицом нашего государства, президентом Украины. И мне так кажется, что говорить, в общем-то, больше не о чем. Ну, вот, связанная вот с этой темой. Ну тогда почему мы время от времени слышим такие заявления не только из уст советника главы президента, мы подобное слышали и из уст народных депутатов Украины, и даже об этом говорил сам премьер-министр, когда его только назначили, выступая с трибуны Верховной Рады Украины. Вот они просто проснулись, пришли, решили вот такое вот сказать, или же все-таки, может быть, они ретранслируют идеи других, чтобы проверить общество на реакцию? Давайте все-таки проведем, скажем так, своего рода водораздел. Да? Давайте. 25 марта была принята государственная стратегия, которая запрещает подавать воду в оккупированный Крым. Угу. То, что было сказано до этого, ну давайте условно мы обнулим, да, скажем так. То есть оно уже не считается, потому что государство свою позицию на стратегическом уровне выразила. То, что какие-то вопросы сейчас могут некоторыми политиками подниматься, но мне так кажется, что это связано исключительно с каким-то политическим хайпом и желанием привлечь к себе внимание, не более того. Потому что, повторюсь, опять-таки, ну, в стратегии написано, уже и государство будет придерживаться уже занятой позиции. Ну, наверное, так я считаю, и это очевидно.